Тысяча водителей, один документ и вопросы, которые волнуют всех. Нужно ли срочно менять права? Как теперь записаться в автошколу? И сколько теперь длится обучение? Сегодня мы разберем все изменения прямо из УНА. Мы находимся сегодня в здании УНА, где проходит большая кампания по замене бессрочных водительских прав. Давайте вместе с репортером KG узнаем, как проходит этот процесс. Водительские удостоверения старого образца в Кыргызстане действуют уже десятилетиями. Они бессрочные, не оцифрованные и не соответствуют современным требованиям безопасности. Именно поэтому государство начало поэтапную замену документов без резких сроков и без давления на граждан. Сегодня у нас действительно очень большая идет кампания со стороны государства, да. Были изначально объявлены и сроки, да, но мы видим, что сегодняшняя такая ситуация очень, не сказать, что плачевная, но видно, что очереди, и в принципе это нормальная ситуация. Или у вас всегда такая обстановка? Нет, начиная с этой акции, то есть 15 января по замене бессрочных водительских удостоверений, население, так скажем, нахлынуло. Хотя мы заранее говорили, что она не то есть эта кампания не одного дня, да? То есть до этого проводились какие-то разъяснительные работы, да, и приводились пример, что вот надо заменить уже права, пора, да? То есть это не так, что вот 15 января вот вам надо поменять? Нет, не с бухты-барахты. С прошлого года наше руководство говорило, что со следующего года начинаем замену прав. Но можно считать что население как бы быстрее хочет обновиться, к этому идет, потому что тем более эта акция. Боятся, что не все успеют? Да, и возможно и боятся что водительских удостоверений не останется. Но на самом деле она, то есть количества нету, неопределенно, сколько граждан обратится к нам, столько им выдать. И в дальнейшем, и в следующем году мы будем выдавать те же водительские удостоверения. В данном случае просто я думаю, что граждане, вот как я указал, они боятся что водительское удостоверение закончится. Поэтому все к нам пришли. Ну давайте, Нургазы, обо всем по порядку, да, вот мы сейчас находимся в каком отделе? Вот что здесь проходит за вот этими, вот как это называется, перегородки, Ширма, да? Ширма. Ага. Вот здесь что у нас? В данное время гражданин после получения электронной очереди сразу же направляется к данному специалисту. Да. Раньше у нас была немного бюрократия, года 3-4 тому назад. То есть гражданин в одну, да, как вы знаете, в тот кабинет зайти, потом. И, возможно, гражданин в этот день и не успевал, на следующий день уходил. В данное время гражданин, какая-либо у него процедура не было бы, обращается к специалисту, и они, не скажу, что мгновенно, но за 10-15 минут должны решить все проблемы. Ну вот, смотрите, давайте как раз-таки, не отходя от кассы, Саламат Спабайке. Скажите, пожалуйста, вот сегодня вы заменяете так же, как и все жители, да, граждане Кыргызской республики, права. Вы столкнулись ли бы с какой-либо трудностью? Нет, то школа была нет, все нормально, все хорошо. То есть быстро все и качественно меняет, все, да? Быстро все качественно меняет, да. Ну вот, вы убедились, действительно. Итак, здесь получается сколько окон работают? 11 окошек, все специалисты обращаются по разным вопросам, не только по замене бессрочных водительских удостоверений. У нас есть, которые сдали уже экзамены квалификационные, первый раз получает. И в то же время у нас есть и международные права, те, которые потеряли и так далее, и так далее. Старые водительские удостоверения не распознаются электронными системами, имеют слабую защиту и не всегда признаются за рубежом. Новые, цифровые, с защитой от подделок соответствуют международным стандартам. Что изменилось в процедуре замены? Отменена справка формы 083, а также есть доступна онлайн-замена в системе Тундук. Если у вас оно зарегистрировано, водительское удостоверение, вы проходите, и здесь можно будет поменять категория «Б». То есть, не выходя из дома, можно заменить водительское удостоверение. И вот, кстати, те самые новые документы. Перед заменой прав проверьте штрафы. Если их нет, процедура займет считанные минуты. И если документ отображается в системе Тундук, замену можно оформить онлайн. Если нет, придется прийти лично. В чем их отличие?
Смотрите, это уже больше 10 лет она выпускалась, компания «Алабель». То есть они не соответствуют международным В стандартам? то время она соответствовала, но за больше 10 лет у нас технологии приобрели огромный масштаб на стадии защиты, допустим, голографических оттенков. Вот они новые. То есть вот теперь сейчас, если они были раньше вот такие, альбомного, да? Альбомного, то да, сейчас как будет обычно. уже книжного, Видите, да? как? И нужно учесть то, что у новых образцов есть 8 качеств защиты. Вот у нее. Да. То есть поделать теперь права Подделать невозможно. практически, да, невозможно. 8 ступеней защиты. Она не ломается, как вы видите. У нас многие разные не ломали. Материал такой жесткий, не ломается. И, Сгибается, да? да, и плюс в том, что по Венской конвенции 93 стран, участвующие в составе, который находится в Венское соглашение, должны признавать наше водительское удостоверение. То есть теперь мои права будут котироваться уже за рубежом, да? Да, обидно. Это вот какие вот, давайте вот четко 10 стран. Такие вот самые популярные. Вот где вот я возьму эти права и буду ездить там. В первую очередь это та же Россия. Столько граждан работает. Казахстан. Это страны бывшего СНГ. Там есть Европа. Наши соседи. Наши соседи. Но хочу учесть тот факт, то, что помимо этих водительских удостоверений, допустим, наш гражданин поедет в Америку, в Эмираты, есть те страны, которые не знают о существовании Кыргызстана. И могут воспринять наши водительские удостоверения, хоть они члены Венской конвенции, могут воспринять это за что-то экзотическое. Бывают такие моменты. В этих случаях мы даем еще дополнительное международное водительское удостоверение. То есть эта книжка выдается на 3 года. Он действует только на основании этих водительских удостоверений. Сейчас действует новая процедура записи в автошколу. С 19 января подать заявку на обучение водителей можно онлайн. Выбираете регион, указываете фамилия, имя, отчество, система собирает заявки, формирует группы и сообщает, в какую автошколу вас направят. А вот касаемо, да, очень много было в социальных сетях, да, писали, да, что увеличили часы экзаменационные, теории, практики, да, что вот как так столько обучаться, что даже водители там в космос летают, и то меньше учатся. Вот с чем это связано, да, и вообще действительно какие сейчас нормы? Во-первых, насчет даже в прошлом году, где-то 2 года там назад, никому не секрет, как уже говорят, водительское удостоверение можно было легко принять. Я не буду комментировать. Ну, то есть это было как? Намного легче. Намного легче, да. Возможно, было очень много коррупции. Возможно, да. В связи с этим наш многоуважаемый президент сам как отметил, нужно с этим бороться. Поэтому с прошлого года, уже 1,5 года, как начали активно воплощать жизнь по антикоррупционной политике. То есть мы с самого первой очереди в одном экзаменационном классе установили, видите, сколько? Здесь не получится. Невозможно. 10 камер. Каждое движение, даже если кандидат... А здесь даже и камеры, да, установлены, да, видите? когда ты сам садишься за компьютер, да, ты видишь. Даже если кандидат будет жвачку жевать, то есть к нам придет сигнал о том, что, возможно, он разговаривает с кем-то. Все это инструктируется, актируется. То есть и проходит через металлоискатель? Да, металлоискатель, потом еще ручным металлоискателем еще проверяем. От уха до носков. Получается, каждого Кстати, действительно сейчас невозможно. Программа категории Б – 10 месяцев, 480 часов. Категории С – 12 месяцев. В курс включены теория, ПДД, устройство авто, техобслуживание, безопасное вождение, первая помощь, психофизиология, право и этика водителя. Поэтапная замена прав и новые правила обучения – это не ограничение, а шаг к удобству, безопасности и современным стандартам. Теперь все под контролем. Онлайн-заявка, уведомления, обучение, новые права. Просто, понятно и надежно.